Стал известен маршрут, по которому в Волгограде 20 января пройдет эстафета Олимпийского огня. Он пройдет по 4 районам города-героя, вблизи с главными достопримечательностями. Среди именитых факелоносцев этапы рекордсменка мира Елена Симбаева и олимпийская чемпионка Лариса Ильченко, экс-капитан, а ныне старший тренер футбольного клуба «Ротор» Олег Веретенников, главный тренер ватерпольного «Спартака» Владимир Карабутов и еще более 40 участников и призеров Олимпийских игр, заслуженных мастеров спорта и людей, вписавших свои имена в спортивную историю региона. Участвовать в этом грандиозном действии получили право и трое камышан. Перед их отъездом в город-герой с ними встретился наш корреспондент Сергей Таранов. Участие камышан в эстафете Олимпийского огня стало возможным благодаря конкурсу, который организовал один из партнеров Сочинской Олимпиады. В свою очередь, будущие факелоносцы узнали о конкурсе благодаря масс-медиа. Реклама в этом телевидении была. То есть любой желающий мог подать и там соответствующее, расписать надо было свои достижения. Дмитрий Пестряков, студент 3-го курса КТИ. Спорт в его жизни всегда был на первом месте. Он кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу. Сначала не поверил, а потом обрадовался. Всегда мечтал стать частью Олимпиады. У меня хоть спорт мой не олимпийский, но... Еще один камышинский факелоносец Сергей Пехтелев. Он учитель физкультуры в средней школе номер 16. Сергей Борисович, расскажите, пожалуйста, как проходил отбор участников эстафеты Олимпийского огня? Первый этап нужно было подать заявку, где, ответить на вопросы. Как мы хотим сделать лучшую жизнь. То есть эта тематика была. Приверженность, здоровому образу жизни. Все это. Но я так думаю, что ключевую роль здесь сыграло то, что мои, эти фотографии, где мы всей семьей, сложно было, что мы должны были сидеть на интернете, голосовать друг другу, то есть голосуешь ты, голосуешь за тебя. Я набрал, 3362 голоса. Были, конечно, там посолиднее, по 15, 20 и более тысяч. Факела в руках Сергей Борисович еще не держал, но его параметры знает и поэтому готов. Эстафета уже движется, отслеживаю, смотрю, интересуюсь. Жду этого радостного момента. А так, в принципе, готовлюсь. Держу там гантелики. И сам факел весит около 2 килограмм. Так что, в принципе, готов. У факелоносцев есть возможность приобрести главный артефакт эстафеты за свои деньги. Так поступили физрук Сергей Пехтелев и студент Дмитрий Пестряков. Александр Бугаев тоже студент КТИ, первокурсник. Он надеется взять автограф у прославленных спортсменов, участников эстафеты. После нашего забега, думаю, будет возможность получить у них автограф, фотографию. Если будет такая возможность, это обязательно я сделаю. Костюм, факел и подробные инструкции факелоносцы получат перед стартом. Да, непосредственно в день эстафеты, после того, как нам пройдут инструктаж, то есть расскажут, что да как, и как действовать. Впрочем, уже сейчас они знают, где и когда побегут. Мой забег получился в начале, то есть у меня 22-й слот находится. Это находится на перекрестке улицы Ким и Рабоче-Крестьянской улицы. То есть весь Ворошиловский центр, получается, это моя дистанция. Так что дело за малым. Достойно представить себя и город на этом масштабном событии. Сергей Таранов, Николай Золотарев, Камышин ТВ.